Тибетские кыргызы. Разглядывая на снимках этнических кыргызов, чьи предки в силу разных причин еще в прошлом веке перекочевали в высокогорные долины и ущелья Малого и Большого Памира, испытываешь бесконечное удивление и некую досаду. На дворе 21 век со всеми его достижениями науки и техники, а это горстка скромных и мужественных людей, затерявшаяся высоко на крыше мира, продолжает жить словно на 2 века позади. Они по-прежнему занимаются кочевым скотоводством в суровых климатических условиях при отсутствии дорог и доступа к медицинской помощи. К слову, о последней, обидно было увидеть на снимке мужчину, которого донимает зубная боль, и он решил с помощью суровой нитки избавиться от зуба. К сожалению, год от года численность памирских кыргызов уменьшается. Однако грустить и унывать им некогда, надо жить и бороться за место под солнцем. А по случаю приезда гостей с Большой Земли, журналистов из Кыргызстана, памирцы, узнав, что их будут фотографировать, даже принарядились. Так, во всяком случае, кажется, когда видишь на снимке женщину в ярком платке, даящую яка, или девочку в алом наряде, гонящую козу. А вот несколько мужчин при параде, которые на мгновение замерли, чтобы их щелкнули. Побывать на Памире и не запечатлеть величественную природу этого края невозможно. Авторы экспозиции решили не отказывать себе в удовольствии и привезли с собой в Кыргызстане прекрасные фотографии горных пиков, покрытых вечными снегами и особенно красивых на восходе и закате солнца. В самом деле, лучше гор могут быть только горы. Большой интерес вызывают снимки соседей памирских кыргызов, тех, кто живет в Ваханской долине, таджиков, шугнанцев, ваханцев и других народностей, с которыми они издревле связаны торговыми отношениями. Неискушенный человек и не разберет, где на снимках таджики, а где ваханцы. И те, и другие с обветренной и загорелой кожей, большеглазые, большеносые, с внимательным взглядом прямо в камеру. В сущности, они сильно похожи на жителей Таджикистана и даже говорят на одном языке – фарси. О тибетских кыргызах имеется только поверхностная информация, а по нашим данным, тибетские кыргызы в россыпь располагаются у южного подножия горы Коинлун северо-западного Шизана вплоть до долины, где протекает река Раскем. Климат этой части Тибета сложный и высокогорный. Здесь горный ландшафт будто застывший, в некоторых местах совершенно ничего не растет. Встреченные нами кыргызы построили дома на расстоянии 360-400 км от города Каргалык в сторону Тибета. Если выходить вдоль трассы G219 из Каргалыка, перейти перевал Акес-Даван в горах Коинлун и перейдя через перевал Чараксалды, то в долине реки Раскем и близким к ней горам кыргызы до сегодняшнего дня пасут свой скот и ведут хозяйство. По подсчету в Шизане в общей сложности проживает 3000 кыргызов, но эта цифра тоже требует уточнений. Живущие здесь кыргызы не роднятся с занзу, ханзу, уйгурами, монголами. Они живут по настоящим кыргызским обычаям, со своим языком. При разговоре некоторые слова становятся непонятными, то ли некое переплетение с уйгурским, то ли смешанные с языком ханзу, я не понял. Однако, по сравнению с кыргызами Кыргызстана, они говорят чисто на кыргызском языке. Главным образом хозяйство связано с животноводством, держат овец, яков. В одной семье насчитывается по 300-400 голов овец. После прощания с кыргызским родичем мы направились в сторону Каргалыка. Чуть погодя натолкнулись на каменные дома кыргызов на берегу реки, по ту сторону дороги, повезло нам. Нам рассказали, что в этих каменных домах у подножия горы живут 3 семьи. Местечко называется Шайдылда, и они подтвердили, что эта земля является их родиной с древних времен. В этом регионе кыргызы проживают вдалеке друг от друга в таких же каменных домах в местностях под названиями Куба, Динкар и другими кыргызскими названиями. По характеру вежливые, гостеприимные, очень выдержанные, уравновешенные. При удивлении они не разевают рты, у них установленная жизнь, подчинены судьбе. Несмотря на трудные условия жизни, трудные горы Шизана, сухой воздух, высокогорье, они до мозга костей обжились и привыкли. Появляется вопрос, с каких времен кыргызы переселились на Тибет. Есть 2 версии. Первая – в XVIII веке, во времена маньчжурского императора Цинь-Лундуня в империи Цинь китайцы разрушили Джунгарское ханство, захватили Кашгарию, завладели нынешней территорией Шинзан, и, вероятно, кыргызы были специально переселены на Тибет с оборонительной целью.
Вторая, вполне возможно, что кыргызы попали туда в IX веке во времена Великого Кыргызского государства. Однако этногенетическая, историческая и культурная связь кыргызов с Тибетом могла установиться еще в первом тысячелетии. В трудах известного этнографа, кыргызоведа Абрамзона отмечается, когда кыргызов жалила змея или насекомое, они использовали заклинание «Изыди на озеро Какунор», «Изыди в дикие пустынные степи». Речь идет о ныне расположенном у северо-восточного подножия Тибета, в провинции Цинхай озера Кукунор. Бернштам также отмечает существование исторических документов о живших в VIII-IX веках кыргызских родах, живших у подножия Тибета. А по исследованиям лингвиста Малова, лабнорский язык напрямую произошел от древнего кыргызского языка. Короче, кыргызы населяли земли с запада, Северный Кашмир, Каракарум, Такламакан, с севера Хатлан, Лабнор, Какунор, с юга Аксайчин, вдоль реки Раскем по гребню горы Куэньлун. Тибетские кыргызы до сих пор не исследованная большая тема, какая бы об этом ни была информация, она считается ценной. В своих 2 путешествиях я заметил ряд схожих этнографических признаков между Тибетом и Тяньшанем. Поэтому я считаю, что вышесказанные короткие и поверхностные факты все же являются моим вкладом в исследование шизанских кыргызов. Таким образом, мы достигли цели, разыскали и своими глазами увидели тибетских кыргызов. Говоря иначе, проложили дорогу, для всех открыли связи в будущем.